Мне кажется, и они, и я успокоился, когда 30 августа 1991 года решением Государственной комиссии эти все останки были перезахоронены вот в этом месте. То есть везде видите и там дети плачущие, да. Это, конечно, трагическая страница. Трагическая. То, что Там четко показывают, что это вот как раз репрессии против нашего народа. Надо знать свою историю, надо знать особенно вот кровавые страницы своей истории. Для чего? Для того, чтобы не повторялась такая история. Еще тут особенность отобить, что как раз благодаря этим событиям мы в Советском Союзе первым из 15 республик мы раскопали это место. Еще Советский Союз еще не распался. Кыргызстан еще независимость не приобрел. Мы это нашли это место, где репрессированы первые руководители. Первые среди 15 республик. Любить свою родину — это не только Березка-Сувая, да? Это именно надо, наверное, знать вот такие трагические страницы истории. Есть места, где тишина гораздо громче многих слов. Одно из них – Атабиит. Здесь покоятся тела тех, чьи жизни были прерваны во время советских репрессий. И сегодня у нас состоится разговор с человеком, чье имя неразрывно связано с Атабиитом. Это Болот Абдрахманов. С чего начиналось ваше знакомство с этой историей? Спасибо за вопрос. Но вообще, если коснуться истории, то, наверное, стоит упомянуть о том, что в 30-х годах прошлого столетия многие сотрудники НКВД, они болели туберкулезом. И вот они для того, чтобы вылечить эту болезнь, они приезжали вот сюда, в предгорье, попить кобылье молока. Здесь пансионат такой был, да, небольшой? Нет, еще пансионата не было. Они потом уже думают, каждый день из Фрунзе не ехать, давайте мы здесь свой такой дом отдыха, профилакторий, санаторий для НКВД построим. И вот они вот на месте вот сейчас нынешней воинской части, где вот за забором видно, да, они на этом месте начали строить пансионат, скажем, вот, дом отдыха для сотрудников НКВД. Но для стройки нужно было опять стройматериалы, в том числе кирпичи возить для зданий, да. Но чтобы из тогда города Фрунзе не возить, это далеко, они решили вот на этом месте построить небольшой кирпичный заводик для обжига кирпичей. Они здесь делали, и вот как раз длина, ширина 30 метра и глубина где-то 3,5 метра, это печь для обжига кирпичей, и сверху небольшое такое здание. Они здесь кирпичи делали. Кстати, это кирпичный заводик построили рабочие Интергельпо. Вот. И вот когда они закончили, там несколько коттеджей, столовые, вот. И это уже из-за ненадобности этот кирпичный заводик, он уже стоял без функционирования, и там дети играли, там прятки, там собирали яйца птичек. А в это время охранником этого дома отдыха НКВД был Абыкан Кадыралиев, как раз житель Таштыве, Воронцовки здесь, со своей семьей. Он здесь жил? Да, он как охранник охранял, его супруга, значит, кухарила, там убирала. И у них росла маленькая 8-летняя девочка Любира. И вот она, очень такая живая девочка, играла с детьми сотрудников НКВД, выучила там русский, украинский язык такая. И вот в ноябре 1938 года, это как раз по истории сталинских репрессий, это самый пик репрессий, как раз 1937-1938 год.
И вот этот Абыкан Кадралиев посадил свою семью вот, в тележку и отвез домой. Говорит, побудьте пока там, когда надо, я вас заберу. И буквально через 2-3 недели обратно приезжает. Вот, и эта маленькая девочка, ихняя дочь, замечает, что вот этот кирпичный заводик, небольшое здание, она разрушена. Мгм. Она спрашивает у отца, папа, а что случилось с этим заводиком? Она говорит, ну ветер разрушил. Говорит. Ну, смотрите, 8-летняя девочка, она запомнила то, что практически каждый вечер отец с матерью плачут, шепчутся, приходят сюда там молитву читать. К заводу, да, бывшему? Да, к заводу, к этому месту. И уже потом в 1941 году его отца этого Абыкан Кадралиева забирает на войну с фашистской Германией. Он жив-здоров возвращается, и перед смертью в 1973 году он приглашает свою дочку, это Кадралиеву Бибюра, она уже взрослая женщина, и говорит, доча, помнишь вот то место, где мы в Чонташе, где это дом отдыха НКВД, мы там жили. И вот тот заводик, помнишь, кирпичный, и вот там, говорит, останки многих расстрелянных людей, говорит. Придет время, говорит, ты, пожалуйста, об этом расскажи. Дети, наверное, они ищут. Он фамилии назвал ей? Да, фамилия не знает, он не знает. Он просто назвал вот этот факт, то, что здесь есть останки репрессированных. Ну, представьте, 73-й, 80-е годы, это еще тогда железный занавес в Советском Союзе. Тема политических, сталинских репрессий вообще под запретом была. И вот, когда Горбачев к власти пришел, вот 85-86, вот он, помните, начал политику открытой, значит, гласности, демократия, там, перестройка, помните? И вот это как раз закрытая тема политических репрессий, она начала активно в прессе, в средствах массовой информации обсуждаться. И вот тогда вот Бибюра Кадралиева поняла, что пришло время рассказать эту тайну. Тогда я, молодой капитан КГБ, закончивший высшую школу КГБ в Москве, вот, капитан звания, ко мне Байтерекова Гуляй, она преподаватель Национального университета, она мне звонит в декабре 90-го года и говорит, Булат, я, говорит, на днях шла по улице и сломала каблук. Там зима как раз была, декабрь месяц. И зашла случайно в ближайшую сапожную мастерскую, говорит. И там сидит одна женщина, тоже с такой же проблемой. И, как обычно в таких случаях, чтобы скоротать время, там никого больше нет, они начинают друг с другом беседовать. И вот эта женщина, это преподавательница университета, говорит, черт, у меня есть тайна, не знаю, кому рассказать. И говорит, у меня язва желудка открылась. Вот, я боюсь, как бы мне надо успеть это рассказать, потому что это завещание отца. Но она взяла телефон этой женщины и мне звонит, говорит, слушай, она не знаю, какую тайну, но какая-то тайна. Может быть, это вас заинтересует. Прям дело случая, Да, дело который случая, решил да. все. Естественно, для молодого оперработника КГБ, капитана, слово «тайна» всегда это притягивает, интригует. И я тоже подумал, возможно, это информация, касающаяся компетенции органов безопасности. Так? Соответственно, взял у нее телефон этой женщины, и в декабре 91-го я позвонил. Вот. Я говорю, вы дома, да, какой адрес? Она вот рядом, где парк Ататюрк, сейчас улица Молодежная, назвала адрес. Я приехал в декабре к ней домой, представился. И вот она, декабрь 90-го года, 4 часа плачет, рассказывает, Я напротив сижу, мы с ней пьем чай. И вот она эту историю рассказала. Вот то, что я вам кратко сейчас это рассказал. И говорит, я боялась, что когда же я это расскажу, когда наступит время. Ну вот наступило время. Я говорю, вот это моя тайна. Я говорю, ну вы это место можете узнать, показать? Да, говорит, я покажу. Ну я говорю, сейчас декабрь 90-го года, это сейчас снег, холодно. Давайте весной съездим.
все. Я говорю, ну я обещаю вам помочь. Говорю. Наступает весна, и я помню, 91 год, апрель месяц. Я ей позвонил, говорю, это я, Болот Абдрахманов. Поехали. А у меня там старенький москвичок был. Сели и приехали. Вы вдвоем? Да, мы вдвоем, никого больше нет. И вот когда мы начали подъезжать, тогда, конечно, вот здесь это гравийная дорога, подъезжаем, заезжаем в этот дом отдыха, тогда, по-моему, профсоюзный. Тоже это в зданиях бывшего дома отдыха НКВД, они такой небольшой сделали дом отдыха, где зимой здесь на лыжах катались, летом здесь тоже туристы. И она прям, когда начала заходить на территорию этого дома отдыха бывшего НКВД, бывшего дома отдыха НКВД, она прям очень разволновалась, она практически побежала. И вот мы пошли к этому месту. Она точно дорогу знала? Да, ну, она ориентировочно. Она знает, что севернее от этого дома, вот здесь холмики, она идет уже апрель 91 года, уже здесь покрыто травкой, и мы идем, и вот уже начали подходить к этому месту, она уже начала волноваться. Почему? Потому что она начала сомневаться, говорит, интересно, какой холмик? Тот или этот, возможно, да? Ну, она подошла сюда, и вот именно вот здесь уже мы вот обнаружили обломок старого кирпича. И он как бы вам Да, сказал, вот говорит, что да, вы найдете. этот кирпич ей подсказал, что говорит, кирпичный завод же, значит, вот это место. И она уже более уверенно это место показала. Все, говорю, на этом мы, спасибо, мы сели, молитву прочитали. Ну, давайте теперь дальше будем продолжать работу. И с этими словами я ее повез домой. Скажите, а когда вы вернулись сюда уже повторно, именно чтобы проводить раскопки, и с кем вы приехали? Да, значит, мы в апреле месяце Бибира Кадралиева мне это место показала. Ну, для того, чтобы точно убедиться, я обратился к одному из сильнейших, как говорится, археологов Кыргызстана. Это уже покойный, к сожалению, Михаил Иванович Москалев. Он работал на историческом факультете Национального университета, археолог. Я с ним познакомился, я говорю, Михаил Иванович, есть одно место, я не говорил пока, давайте попробуем это место, я вам покажу, что-нибудь найти. Взяли лопаты, и на это место мы с ней приехали, где-то в мае месяце уже, вдвоем, 91 года. Приехали, и вот то место, где вот это Бибирыжа показывала, тот кирпич, я говорю, вот здесь что-то есть, говорю. Вот попробуем что-то найти. Вот смотрите, вот этот профессионализм этого археолога. Он так посмотрел, там в 2-3 местах, как говорится, шурф 20-30 сантиметров покопал. И в одном месте, говорит, вот смотрите, вот это интересное место, говорит, там мышка копала нору, и вот она когда копает, это, значит, они землю бросают наружу. Да? А этот, здесь, говорит, земля вовнутрь ушла. Наверное, какая-то полость есть, давайте здесь. И вот в этом месте, когда начали копать, через сантиметров 20-30, наткнулись на череп человека. То есть это вообще маленькая глубина? Да, маленькая глубина. Это значит, получается, в принципе, вот самый верхний слой этой печки. И что интересно, это череп пробит пулей.
значит, где два отверстия, откуда пуля зашла, откуда вышла. Все, говорю, Михаил Иванович, я ему уже вкратце тоже вынужден был рассказать, о чем речь. Закопали, говорю, ну, наверное, скоро начнем. И мы в июле месяце уже, это июль месяц, пока вот эта наша бюрократия, видите, дал мне помощника, прокуратура возбудила уголовное дело по месту обнаружения останков. И человек 6-7, наверное, там и судэксперт, наши сотрудники. И вот сейчас я большой благодарностью хочу этих ребят, которые вместе раскопки вели, большое спасибо выразить, и в том числе Михаилу Ивановичу Москалеву. И мы в июле начали раскопки. И вот, что интересно, с самого начала раскопок у меня вот эта мысль, как вы докажете? Да, как бы, да, так как видите, здесь печь экскаватором нельзя, и все вручную, потихоньку. И в день где-то по 10-15 мы извлекаем останков. По тому расположению останков, как они лежат, видно было, что останки просто забрасывали. Просто бросали. Никакой там, знаете, порядка нет, как человеческий, чтобы хоронить. А просто там, где голова человека, там нога другого человека. Некоторые они так сползли, там сидячий образ такой. И что интересно, все черепа пробиты пулей. Вот доказывают, что все они были расстреляны, да? И вот потихоньку начали опускаться. И что уникальность вот этого места в том, что практически уже, когда подошли ниже среднего уровня, из-за того, что воздух туда не проходил, из-за того, что влага не поступала, начали выходить фрагменты одежды. Фрагменты одежды, да. Вот, например, это фуражка вот военная, которую Сталин надевал. Вот, потому что, представьте, в 30-х годах руководство республики по всему Союзу, они носили военную форму. Вот фуражка, сапоги, да, сапоги, вот это гимнастерки, галифе. И в то же время простой халат, чапан, фуфайка, калоши. Даже по этим останкам одежды можно было составить социальный портрет репрессированных. И вот что интересно, начали находить стекла от очков. Вот тоже интересно. Начали находить монеты 34-35 год. И вот однажды очень интересно, благодаря вот этому археологу Михаилу Ивановичу, знаете, такой узелок такой нашли, но она рассыпалась. И там мы видим железная кружка проржавевшая, деревянная ложка тоже уже такая, небольшой кисет, куда табак ложит, да. И, знаете, рядом небольшой кирпичик. Археолог спрашивает, что такое? Мы все, не знаем, камень. Ну, кто будет с собой в этом узелке кирпич? Это хлеб, говорит. Вот представьте, мы сразу начали представлять. В 1938 году этому задержанному, заключенному, там, который в тюрьме НКВД сидел, родственники передали этот сверток с хлебом, да, он положил себе за пазуху, его вместе с этим расстреляли, вместе с одеждой сюда бросили. В то же время копаем где-то 7-8 черепов с золотыми коронками. Золотыми коронками. Тоже представьте, в 30-х годах золотые коронки мог кто позволить себе. Это тоже высокопоставленные чиновники, правильно? Позже, когда мы это все нашли, дочь Юсупа Абдрахманова, она сказала, что у моего отца, говорит, когда он работал в Москве, он в Москве золотую коронку, говорит, ставил. Значит, один из черепов с золотыми коронками – это Юсуп Абдрахманова. Видите? И самое уникальное в том, что практически на самом дне мы находим бумагу, документ, вчетверо сложенная, она вся почерневшая, мы боимся ее раскрыть, но уже, тем не менее, раскрываем и читаем. Написано: утверждаю, нарком НКВД Киргизской ССР Лосманов, 5 ноября 1938 года, обвинительное заключение по 58 статье, Юсуп Абдрахманов обвиняется как шпион иностранного государства и внизу расстрелять.
Есть ребята, которые копали, вот это ты Абдрахманов, твоего деда нашел, что ли? Я говорю, да нет, это мой однофамилец. На второй день находим точно такое же обвинительное заключение. Кого вы думаете? Төрекул Айтматов, отца Чингиз Төрекуловича Айтматова. И вот по этим документам, так как эти все-таки государственные ведомства, они имеют свои номера, входящие, исходящие, да? По этим номерам в архиве комитета находится папка. В одной этой папке 137 фамилий, представляете? И в списке этих фамилий это Дюсуп Абдрахманов, Иманалай Дарбеков, Төрекул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Сакеев. В общем, вся элита Кыргызстана, которая работала и была репрессирована в 1938 году. Посчитали останки по черепам 137. И в списке 137. В списке 137. Да, мы не можем сказать, что вот этот останок принадлежит там конкретно какому-то репрессированному, но зато 137, один из них. Да, у нас не было возможности там по ДНК, там антропологический портрет мы не можем, тем более это в то время в Советском Союзе, в Ленинграде, антропологический институт имени Герасимова. Вот они по черепу могли портрет человека составить. Вот что они сделали, когда в 1941 году Темирлана в Узбекистане нашли, и сейчас есть портрет Темирлана. Но для этого очень много времени, денег. Но тем не менее, это такая сенсация была. Председатель доложил тогдашнему президенту Аскару Акаеву. Он собрал родственников вот, и объявил о том, что нашлись останки их родителей. Джумашевич, пока мы спускаемся к месту перезахоронения, давайте поговорим о том, вы же могли отказаться на тот момент от данной истории. Почему вы этого не сделали? Ну, вы знаете, вот эта 4-часовая беседа с женщиной, которая была свидетелем, которая выполняет завещание отца, который после 53 года, сохранив все это в сердце и со слезами рассказывает, это тяжело было вообще морально, психологически. Я не мог не поверить. Вы помните первую ночь после того, как вы поговорили с Бибирю Кайдаралиевой? Вам тогда удалось уснуть? Вы знаете, мне кажется, для меня тяжело было не первая ночь после разговора, знакомства с Бибирой Кайдаралиевой, а первая ночь после раскопок. Вот. Самый сложный Да, момент. когда мы уже нашли, когда мы уже начали копать, и каждый день, я говорю, вот около 10 останков раскапывая, и когда мы находили эти останки репрессированных черепами, пробитыми пулями, вот это было тяжело. Я даже вам скажу, что мы 2 недели копали, и вот эти 2 недели я не мог заснуть. Каким образом? Вот я закрываю глаза, и передо мной вот эти черепа. И как будто они со мной разговаривают, говорят, что ты делаешь, зачем ты беспокоишь нас? А я с ним веду диалог, как будто говорю, слушайте, видите вас, как бросили, как собак, давайте мы вас по-человечески похороним. А когда вы почувствовали, что духи людей, которые здесь расстреляны, они получили их души, они получили успокоение? Хороший вопрос. Мне кажется, и я успокоился, когда 30 августа 1991 года решением Государственной комиссии эти все останки были перезахоронены вот в этом месте. То есть перезахоронены по-человечески. Значит, уже пришла общественность, президент, как раз приехал с Бенилюкса тогда, который работал послом, наш великий писатель Чингиз Айтматов, и выступая на этом митинге,
он сказал, пускай это место называется Атабейт, это могила отцов. Вот тогда для всех, по-моему, это был одним из этапов, когда этот вопрос уже был решен. В целом, оглядываясь назад, как вся эта история повлияла именно на вашу жизнь? Чему вы научились? Ну, я скажу, знаете, интересный вопрос, да, вот, по-моему, весной этого года в Атабейт очень много приезжает круглый год, очень много людей, иностранных делегаций, приезжает очень много ученых, историков, и одна делегация с Казахстана, одна женщина тогда тоже, когда услышав всю эту историю, она подошла и говорит, вот вы в комитет безопасности пришли именно для того, чтобы открыть это место. Говорит, я вот этот вопрос никогда для себя не задавал, но когда она об этом сказала, я вот, анализирую дальнейшую свою судьбу, свою биографию, я, наверное, думаю, она права была. Почему? Потому что после обнаружения, после перезахоронения в средствах массовой информации это было все освещено, пошла очень масса, сотни, тысячи писем в КГБ поступать начали с вопросами, когда реабилитируете, когда найдете остальных останков. И руководство КГБ, они мне говорят, ну, было сам раскопал, теперь сам типа расхлебывай. И посадили меня на эту реабилитацию работу. История Да, всю жизнь. да, и я на протяжении 4-5 лет занимался активной реабилитацией. Вот активная реабилитация политических репрессий в Советского Союза как раз началась после обнаружения и раскопок вот Атабейт. И вот тогда еще я связался, да, и однажды вот мы до глубокой ночи работали с делами этих осужденных. Я что-то задержался, изучая дела. И, по-моему, часа 12, час ночи в архиве КГБ, уже никого нет. Я понес эти дела относить в фонд, откуда я брал, как положено. Взял, надо относить на место. И вы знаете, я в этом хранилище архива уже где-то в первом часу ночи зажег свет, где архивные дела, там тысячи дел лежат. И мне какая-то жуть взяла. Я как-то растерялся. Я сам по натуре атеист, советский, да. Что-то мне плохо стало. Я быстро положил дела, и на второй день в архиве КГБ работала тогда уважаемая наша Ада Ивановна Михайлова, которая долгие годы работала в архиве, она сейчас на пенсии. Я тихонько пригласил Аду Ивановну, говорю, вот знаете, я что-то интересное почувствовал, говорю, ночью что-то мне жуть. Она так улыбнулась, говорит, сейчас минуточку, говорит, побежала в архив и приносит несколько дел, начинает листать, и там, знаете, в архиве черные пятна на листах. И она спрашивает, это что такое? Я говорю, не знаю, это кровь. Это человека, который допрашивали. Во время допроса, видно, его избили. Эта кровь, значит, пролилась на этот документ, анкету, там, это протоколы допроса. И вот эти, я так потом подумал, останки вот этих крови, вот это она сохранила какую-то биологическую память, и на протяжении многих лет она все равно создает какую-то ауру, вот это, который наводит ужас. Вот веришь, не веришь, я после этого случая, да, мне об этом никто раньше не говорил, но когда Ада Ивановна об этом сказала, я начал анализировать, действительно, человеческая кровь, застывшаяся на бумагах, и когда их тысячи, они создают вот такую ауру ужаса. Вот подошли уже к месту, где было захоронение, перезахоронение. Расскажите, пожалуйста, как все происходило? Ну, происходило, мы в июле в течение 2 недель раскопки закончили, доложили руководству республики, они создали госкомиссию и видали, где мы места раскопок, там одни эти овраги, неровности. И вот это место они как раз нашли, подобрали, ровное место. Ровное, да? И было решено вот здесь как раз, видите, вот этот квадрат, где Тундук, да? Они раскопали 137 ям
эти все кости положили на 137 деревянных ящиков и сюда перезахоронили. Как положено, с Как молитвой. положено, с молитвой, уже, как говорится, с плачем, уже, ну, как хоронят людей. Это 30 августа 91 года, когда как раз на этом митинге Чингис Торекович Айтматов называет это место местом могилы отцов Атабейт. Вот смотрите, в 91 году перезахоронения прошли, 31 августа объявляют Днем независимости на следующий день. Якобы еще раз подчеркиваю, что мы сейчас заступаем в новую эру своей истории, давайте будем помнить свою историю, давайте будем стараться, чтобы не было таких кровавых событий, да? И вот 31 Днем независимости. А вот этот комплекс, вот где вы вопрос задавали, где саркофаг, да, вот этот вот, этот мемориал, вот это место захоронений и вот этот музей небольшой репрессированных, ее в 2000 году, 14 июля открыли. В этом году как раз 25 лет исполняется. Что можете рассказать про барельеф и чья это идея и что она передает? Ну, если посмотреть внимательно на эти барельефы, то архитекторы, художники вот попытались создать картину тех трагических лет. Видите, вот, например, слева это из семьи Мать. забирают этого Отца. человека, да? Она плачет, ребенок плачет, его забирают, увозят вот в тележку, и непонятно куда, или на ссылку, или в тюрьму, или на расстрел. То же самое здесь, вот, кстати, вот здесь уже расстрелянные люди. И везде видите, и там дети плачущие, да? Это, конечно, это трагическая страница. Трагическая. То, что Там нельзя забывать. четко показывают, что это вот как раз репрессии против нашего народа. Это. Булат Жумашевич, расскажите, Атабейт что сейчас из себя представляет? Здесь же ведь покоятся не только жертвы репрессий советских времен, есть и могилы других людей. Кто это? Да, на сегодняшний день Атабейт это национальный, статус национальный, историко-мемориальный комплекс. Почему? Потому что, как вы сказали, кроме останков репрессированных в 1938 году, вот, через 17 лет, в 2008 году, здесь похоронен наш великий писатель Чингис Айтматов рядом с отцом. Так? Да. Очень много его тоже, кто приходит, они поклоняются останкам Айтматова. Дальше, в 2010 году, во время революции вот, против бакиевского режима, около 90 человек на площади были расстреляны. Из них 27 молодых ребят, которые погибли на площади, их останки тоже здесь. Здесь они похоронены, их останки, и здесь музей Тазим. Кроме этого, в 2016 году президент тогда Алмаз Атамбаев к столетию от народного восстания 1916 года поставил мемориал Үркүн к столетию этих народных восстаний. Кроме этого, при входе увидели в мае этого года президент Садыр Джапаров открыл мемориал, посвященный погибшим пограничникам, которые погибли во время баткенских событий на юге республики. И таким образом у нас получается, видите, сколько объектов. Это своего рода пантеон, где останки, где память о тех людях, которые сражались, боролись за Кыргызстан.
Скажите, когда вы приходите в Атабиит, а по роду своей деятельности вы приходите сюда очень часто, что вы ощущаете и о чем вы думаете в первую очередь? Это очень такое место, которое связало мою судьбу с этим местом. Это место, которое... Я вот, например, благодаря этому месту стал историком, да, начал интересоваться историей репрессий. Хотя по образованию я инженер, закончил Фрунзенский политехнический институт, потом высшую школу КГБ, да, вроде бы с историей не связано никак, но тем не менее я вот диссертацию свою и кандидатскую, и докторскую именно защитил, касаясь этой темы репрессий, политических, сталинских репрессий. Поэтому для меня даже, когда я не бываю здесь, даже дома, я продолжаю работать над научными статьями, трудами. Часто приглашают на научные конференции и за рубежом. Вот. Поэтому, как говорится, судьба меня крепко связала с этим местом. А человек, который связан с этим, конечно, для него это святое, и поэтому неоднозначно, конечно. Я глубоко, например, для меня больно, когда приезжают сюда, особенно молодые студенты, там, школьники, не зная значения, смысла этих событий, и выходят, скажем, с автобуса там, с песнями, смеются. Не знают, что да, это не такое. знают. Для меня это всегда больно. Я в прошлом году летом как раз смотрю, подъезжает автобус, и выходят студенты с гитарой. Поют песни. Я к ним подошел и спрашиваю, говорю, вы на могиле своих родителей вы поете, танцуете? Они после этого только как-то... Я не повторяю, не устаю повторять, что это место как раз то место, где воспитывается патриотизм. Ведь патриотизм — это не только березки целовать, правильно? Патриотизм человека, он вырабатывается тем, что он должен знать как раз вот эти кровавые страницы своей истории. Что пережил наш народ, какие трудности пережил. Но, к сожалению, не все об этом знают. Мне очень больно, обидно, когда некоторые говорят, что сюда первый раз бывает здесь. Я вам сегодня говорил, что среди 137 репрессированных, которые и останки здесь лежат, 12 лиц немецкой национальности, и их родственники из Германии приезжают почтить память своих дедов, которые здесь похоронены. Вот видите, контраст какой. Поэтому я бы хотел обратиться, наверное, что надо знать свою историю, надо знать особенно вот кровавые страницы своей истории. Для чего? Для того, чтобы не повторялась такая история. Чтобы кровавые страницы опять не были вписаны. Вот для этого надо знать свою историю. Ну, насколько я осведомлен, к сожалению, опять в учебных заведениях сейчас предмет истории сокращается. Сокращается. Да. И в школах, и в высших учебных заведениях. Наверное, это не совсем верно. Я думаю, вот такие трагические страницы истории, они не должны как-то по-другому преподноситься. Мы обязаны знать, мы должны знать. Почему гражданин Германии приходит здесь, плачет, а гражданин Кыргызстана первый раз приходит и еще с песнями, да? Вот это как раз то, что я хотел обратить внимание.
Ой, привет. Привет, как дела? Нормально. В школе были сегодня, занимались, да? Ну, молодцы. О, Что, встретили-то Аташку? Аташку связали? Қандай келдің? Нормально? жақсы, нормально. Е, Келділер. Чайға келген? кірелік пе? Отыралық пе? Барыстың. Володя Машевич, очень приятно продолжать беседу с вами в такой уютной домашней атмосфере. Представьте нам, пожалуйста, членов своей большой семьи. С удовольствием представлю свою семью. Вот рядом со мной сидит моя супруга Динара Кадралиевна Казакова. Она отличник культуры, преподаватель музыки, у нее класс скрипка. Вот мы уже на протяжении 46 с лишним лет вот вместе живем и родили, воспитываем наших детей. Вот я сразу хочу по старшинству отметить, это мой сын Махсат, вот старший сын, рядом это его дочка Садат, дальше моя невестка Нургуль, она врач, вот. Дальше вот моя уже вторая дочка Айганыш, банковский работник со своим сыном Алибеком сидит. Дальше вот Улан, это мой зять, это супруг моей младшей дочери Айгерим. Вот сегодня как раз так получилось, что вся семья в сборе, и мы сегодня за семейным столом вот сидим, чай пьем. Знаете, очень интересно узнать, как вот эта история от Абиита, она связана с вашей семьей. Мне кажется, что есть прямая связь, что вы эту память храните не только там, в горах, но и в вашей семье она тоже соблюдается. И позвольте, я первый вопрос задам вашей супруге. Насколько я знаю, когда Болоту Джумашевичу попало вот дело, эта история, да, вы уже были семейной парой. Какую поддержку вы оказали? Отговаривали ли вы мужа браться за это дело? Что в тот момент вы чувствовали? Ну, вопрос очень, конечно, непростой. Значит, это годы я прекрасно помню. Это у нас был тогда сын и дочь, вот даже третьей младшей дочери еще не было. 91 год, развал Союза. Жизнь была тяжелая. Тогда был переход вот, на перестройку. Я помню, что творилось во всех странах СНГ. Это была нищета, это было продуктовые магазины были все пустые. Вот мы жили тяжело. И вот я помню, это весной, нет, не весной, это зимой он сказал, интересно, у меня информация есть, вот мне нужно, как растает снег в горах, я пойду. Значит, это достоверно или нет, эта информация, буду я проверять. Я говорю, как это возможно? Он говорит, где-то там на горе, где-то там Чонгташ. И вот для меня это было, как можно гору там целую, как раскопать или найти, или это невозможно. Он говорит, нет, вот она знает вот точное место, вот мы будем тогда искать. Вот я это прекрасно помню, я, конечно, не отговаривала, я говорю, были разные слухи, были у него и на работе коллеги даже не верили, отговаривали это все. Действительно было страшно это все начинать. У меня было волнение, честно, большое волнение, потому что это столько лет, и вот такое невозможное действительно раскопать и увидеть это все своими руками, глазами. И действительно то, что сказала информация вот Бибурадже, это было шоком вообще. Я говорю, я вот думаю, вообще человечество это не узнало бы никогда, потому что это вот от того, что поменялась власть, от того, что вот Советский Союз у нас вот раскололся, только по этой причине мы узнали, мне кажется, вот это все нашлось.
А так, наверное, мы продолжали бы так жить, ничего не зная. Я считаю, что вот то, что его весь Кыргызстан и правительство вот знает и ценит его работу. И мы тоже семьей большой своей, вот наш маленький семейный островок, всегда поддерживали его. Я считаю, что столько людей найти, столько костей найти, это... И главное, непростые люди нашлись, первые лица Кыргызстана. И я благодарна судьбе, что вот мы связаны с ним вот всю жизнь. И я, вот это нам было тогда 32, мне было, по-моему, ему было как раз год 33. Вот в этот год, мне кажется, нам прям вот, я говорю, у тебя возраст был Иисуса по этому христианству. И вот у него разлом такой жизни получился, что он опять начал вот эту раскопки, и дело его очень заинтересовало. Вот я помню эти дни, что он приходил, когда началось это все, он был в шоке вообще. У него не было лица, он очень волновался, не спал. Это действительно трогать это все, историю, копать. Я помню, у него бессонные ночи были, он очень переживал, он очень нервничал. Ну и, конечно, я как жена, супруга поддерживала везде. Я тоже страх у меня был, что это мы делаем правильно, нет. Но оказалось, вот история показала, что все верно. Мы сделали верное, хорошее дело. Максат, скажите, когда вы сами поняли, что то, что сделал ваш папа, это большое дело, и этим на самом деле нужно гордиться? Во-первых, я хочу тоже вспомнить эпизод из моего детства. Это в классе 5-6. Ну, я так уже, в принципе, тогда сознательный возраст был. И я помню, что папа часто выезжал и в выходные, и там и днем, и ночью. Вот он постоянно говорил про Чонгташ. А мы до этого, я помню, ездили туда кататься на горках зимой. Это было популярное в то время место. Вот, я постоянно думал, почему он туда ездит. Потом, помню, летом, то ли это 91-92 год, как раз это в мае, что ли, уже перед концом учебы. Как-то раз я вот дома уже сидел, выходные, по-моему, были, да? И папа приехал, пообедал и мне сказал, поехали со мной покатаемся. Тогда у нас первая машина была в семье, москвич, помню. И я сел, и вот с папой мы поехали на Чонгташ. И тогда маленький, не понимал, куда едем, зачем едем. И потом вот, когда, помню, приехали туда, там с машины вышли, я там начал бегать, там гулять. И папа меня позвал, говорит, вот смотри, вот это. И я помню вот этот, сейчас, который везде уже показывает же, это раскопки шли уже, печь была уже выкопана. Уже, то есть, завершались уже раскопки. И там уже это все было отсортировано, останки. Там люди были какие-то. И вот я помню, папа мне сказал, вот здесь вот мы нашли очень большое количество захороненных людей. И я как-то мне с одной стороны стало интересно, с другой стороны чуть страшно. И на этом мы потом уехали, и как бы я забыл уже, там пацан же был маленький, заигрался. А потом, когда вот уже я подрос, уже когда Чонгташ стал известен на всю страну, уже, по-моему, там даже Атабеица официально уже открыли. Я помню, вышла книга «Тайна Чонгташа». Первая книга, да? По-моему, Хилимская, да. Да, и вот эту книгу папа несколько экземпляров принес домой, и я один экземпляр, помню, взял с собой в школу, понес и начал хвастаться. Вот, а там фотографии были моего папы, там это все расписано было. И как раз урок истории начался.
Я на уроке истории, как раз это были уже где-то 10 класс или 11 даже, уже история Кыргызстана мы изучали. И вот на этом уроке, я помню, эту книгу вытащил и учителю. Икрам Гапарович был такой учитель у нас. Ему показывал, вот, вы знали про вот это место, что вот мой папа вот раскопал. И он у меня взял книжку, почитал, говорит, да, вот я тоже слышал. Очень хорошее дело сделали. И вот тогда, я помню, весь класс удивился, и я почувствовал большую гордость за отца. И с тех пор эта гордость до сих пор, до сегодняшнего дня во мне присутствует. И каждый раз, когда я вот, папу постоянно вот отмечают со стороны руководства страны, со стороны там, международных наших друзей, со стороны родственников, вообще от лица простого народа, да, постоянно идет такая светлая благодарность. Когда я вижу это, я до сих пор испытываю гордость и тоже считаю, что наш папа сделал очень благое дело как для родственников этих захороненных, так и для страны, вообще для истории Кыргызстана. И в целом даже для Всевышнего, наверное, Аллаха, да, потому что это столько людей было закопано, без вести пропало. И когда это все обнародовалось, все родственники узнали, каждый смог прочитать молитву. Это очень, я считаю, хорошее дело, которое будет всегда приниматься как благое. Вот такое у меня мнение. Айгерим, вы младшая дочь в семье, и очень интересно, как эта история повлияла на вас, на ваше мироощущение, на то, как вы воспринимаете свою родную страну сейчас. Спасибо за вопрос, Екатерина. Ну, как вот родители сказали, что папа открыл в 91 году, именно раскопки раскопал, да, меня в этот момент не было. Я родилась в 92 году. Поэтому эту часть, как бы, я была маленькая, только родилась. Осознала я где-то в классе, наверное, 8-9. Как раз папа писал книгу про Атабиит. И тогда вот первая глава, я помню, я подошла к папе, тогда еще только-только выходили телефоны, гаджеты, и ноутбука тоже не было у папы, это был такой обычный листок бумаги, и папа писал рукопись свою первую. Я подошла и говорю, папа, что ты пишешь, что такое? Ну, может, там что-то проверяешь. Как раз папа работал, по-моему, если память мне не изменяет, в академии, кажется. Да, ну, отнюдь. И вот, подхожу и спрашиваю, пап, что ты там пишешь, что ты проверяешь? Он говорит, я, доча, пишу книгу про Атабиит. Я говорю, ты сам пишешь книгу? То есть для меня это было что-то вот невероятное. Почему? Потому что, ну, не каждый человек просто возьмет и напишет книгу. Это, я считаю, что не у каждого дано, да? Я говорю, пап, ну ты столько работаешь, у тебя и так столько работы, столько дел. А папа у меня такой человек очень разносторонний. Кандидатскую, да, легко, за 2 года. Диссертацию, да, легко, за 1 год. То есть для него не бывает каких-то непостижимых целей. Он говорит, да, я сейчас быстро книгу тут напишу. Я думаю, ну, это опять все-таки папина цель, как бы интерес. Думаю, ну хорошо. И как только он полностью написал эту книгу, пошел, ну, получается, в издательство, распечатали. Но это была такая гордость, действительно.
Я поняла, что для папы непостижимых целей вообще нет. И я в классе, вот потом папа повел меня, нас точнее, всю семью в Атабиит, показал, у меня были очень теплые чувства, как раз после ремонта, это уже было все вот артефакты и так далее, то есть прям полноценный музей. Я поняла, что это великое чудо, это действительно в Кыргызстане это впервые такое вот, кто открыл, кто вот открыл, так сказать, нашему народу, Кыргызстану глаза на нашу историю, что мы не только там кочевали, но мы также и боролись за свое право в Кыргызстане быть независимыми. Это действительно задело мои чувства за патриотизм Кыргызстана, так сказать. Я была действительно глубоко тронута моим отцом, что он не просто что-то там сделал, ну это вот действительно благое дело для каждого в Кыргызстане, для каждого из нас. Рядом с вами находится ваш супруг, и вот хочется узнать, как он воспринял всю эту историю. Улан, когда вы знакомились с Айгерим, вы знали, что она имеет причастность ко всей этой истории, пусть даже косвенную, через папу? Да, конечно, я знал, потому что у нас есть общие знакомые. Я знал семью Айгерим, отца, мать, старшего брата тоже. То есть всю семью Айгерим я до этого очень хорошо знал, потому что у нас очень много общих знакомых, общих родственников, связей. Поэтому действительно это была гордость Кыргызстана. То, что Болот Жумашевич раскрыл тайну, которая хранилась годами. Для всего это как бы бесценный подарок для всего народа Кыргызстана, потому что наши соседи до сих пор не могут найти своих репрессированных отцов-основателей государств. Вот, поэтому это должно быть гордостью для нашего народа, что у нас действительно есть такой мемориальный комплекс, где вот лежат останки тех людей, которые отдали свою жизнь ради своего государства, ради своего народа. И тот человек, который нашел это, я думаю, он должен быть, во-первых, бесстрашным человеком, таким целенаправленным, ну и мужественным, сильным человеком, чтобы достичь всего этого, найти, раскопать, довести до такого уровня, сделать из него мемориальный комплекс, ну и наконец-то сейчас и возглавлять его. Айганеш, теперь вопрос к вам. Когда вы узнали, чем занимается ваш папа и какой он вклад в сохранение истории внес, а самое главное, у вас сынок, как передается теперь уже другому поколению данная история, данная тема? Спасибо, Катя. Очень интересный вопрос, действительно. Плавно переходится на детям, да? Но на тот момент, когда папа нашел останки, мне было 6 лет. Тогда, конечно, я не понимала, в чем дело, но со слов мамы, я так, где-то даже фрагментами у меня мелькает в памяти, как я ездила с папой на раскопки. Я сильно скучала по папе, потому что я была близка и на тот момент была младшей дочерью. И я как-то напросилась на раскопки и поехала. И фрагментами у меня до сих пор мелькают вот эти кирпичики, очень много людей, кисточки. Ну, на тот момент я даже задавала какие-то вопросы папе, но папа как-то тактично не мог мне сказать, потому что, наверное, не мог психику ребенка как-то на тот момент убить. И сказал клад. Мы ищем клад. Там, говорит, золото, там это. Ну, на тот момент, я говорю еще раз, что мне было 6 лет. Ну, со временем, где-то в классе 7-8, наверное, я поняла, что на самом деле мой отец выдающийся человек, большой буквы.
Вот, я очень рада, то, что у меня такой отец. Он очень такой, знаете, мотивирующий человек. У него много чему мы учимся, много чему можно, даже сейчас он воспитывает моего сына, и я очень рада, то, что он воспитывает и дает свои знания ребенку. И ребенок сейчас, вот недавно, даже на днях мы ездили в Атабиит, и дети очень с интересом начали смотреть, спрашивать, даже какие-то блоги снимать. Ну, сейчас у них гаджеты, сейчас у них телефоны. И у сына есть YouTube, он там блогер. И он начал снимать, представляете? Начал снимать, начал там какие-то выписки писать, я не знаю, там у них как-то по-своему называется, но у них есть интерес. И они даже могут завтра, послезавтра пойти в свою школу и уже показать своим ученикам, даже своим классному руководителю. Вот, я очень рада, то, что дальше поколение идет нашим детям уже. Алибек, скажи, ты часто бываешь в Атабиите, и когда ты туда приходишь, о чем ты думаешь? Мой дедушка сделал очень большое дело для меня, для семьи. Это было, как можно сказать, трудолюбивым для него дело, как я считаю. Саадат, а ты часто бываешь в Атабиите, и как ты думаешь, почему важно туда приходить детям, молодежи, чему там можно научиться? Там можно научиться, то, что можно узнать информацию о истории Кыргызстана. Я горжусь своим дедушкой, потому что он открыл Атабиит. Булат Джумашевич, а можете вспомнить момент, когда вы уже после открытия Атабиита первый раз в полном составе с семьей привели всю свою семью для того, чтобы еще раз все это увидеть, как это было оформлено? Ну, я как-то говорил, что судьба Атабиита, она очень тяжелая. И в 1938 году расстреляли, в 1991 году, через 53 года раскопки провели. И через 10 лет только вот этот комплекс поставили. Через 10 лет. И вот после того, как музей открыли, вот этот саркофаг, вот этот балкон, вот это все сделали, тогда я работал на Иссыкуле, мы с семьей приехали, чтобы посмотреть этот комплекс. Вот тогда Айгерим, младшая дочь, она в первом, втором классе училась. А вот этот комплекс мы уже открыли уже. А мы пошли туда, да. Пошли, и говорю, вот открыли недавно. Заходим, там один старик, Охранник. нет, он экскурсовод, там надо столько-то денег. Я говорю, все, вопросов дал, деньги. И тут Айгерим, А первый вот класс. такая была, такой, понимаете? Она говорит этому старику, экскурсоводу, а вы почему вы у нас деньги берете? Это же папа открыл, а вы с нас деньги берете, представляете? Вот вы заметили, вот мои дети говорят, что значение Атабиит они осознали где-то, когда уже в 7-8 классе старшеклассники, вот тогда осознают это дело. Потому что для маленького ребенка это все-таки пока очень тяжело воспринять, понять это, прочувствовать, а вот уже в старшем классе они уже начинают понимать. История, она всегда нам преподносит уроки, и их нужно усвоить, иначе они будут повторяться вновь. Вот на ваш взгляд, история Атабиита, какой урок она преподносит нашему обществу, современному Кыргызстану, уже независимому, и самое главное, усвоен ли он? Очень такой хороший вопрос, конечно. История Атабиита – это история трагической страницы нашей республики, когда во время сталинской репрессии
десятки тысяч человек было репрессировано. Вот. И в советское время эта тема была закрыта. И действительно, благодаря вот после того, когда уже Советский Союз распался и приходом демократии, эта тема стала доступна. Мало того, что доступна, это, ну, еще тут особенность отметить, что как раз благодаря этим событиям мы в Советском Союзе первым из 15 республик мы раскопали это место. Еще Советский Союз еще не распался. Кыргызстан еще независимость не приобрел. Мы это нашли это место, где репрессированы первые руководители. Первые среди 15 республик. Наверное, это тоже какой-то знак. Это какой-то знак. И, естественно, это надо знать, это надо глубже изучать. И, наверное, неспроста сегодня в комплексе Атабиит, кроме репрессированных 1938 года, там мемориал 16 года, вот, там музей апрельской революции, там находится сейчас памятник погибших пограничников, да? Да, в Баткене. Да, то есть получается, этот комплекс входит в такие объекты, где события напоминают именно кровавые страницы истории. Наверное, историю вот без таких трагических страниц нельзя изучать. Как же говорят, историю любить свою родину — это не только березку целовать, да? Это именно надо, наверное, знать вот такие трагические страницы истории. А мы должны это знать почему? Потому что, особенно молодежь, для того, чтобы это не повторялось. Будут, если они знать эту историю, будут знать причины, почему это было, вот тогда будет общество, которое никогда раньше не позволит дальше. Уважаемый Булат Жумашев, спасибо вам за участие в нашей передаче «Следы истории». Мы желаем вам долгих лет жизни, здоровья. И примите от нас такие небольшие подарки. Спасибо. Спасибо. Я хочу тоже выразить благодарность вашей компании за то, что уделили такой серьезной трагической теме столько внимания. Я очень рад был с вами поработать. Большое спасибо. Спасибо. И вот такие небольшие сувениры. Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Чао, Рахман. Атабиит — это не просто кладбище, это место, где прошлое разговаривает с будущим. И благодаря таким людям, как Булат Абдрахманов, этот разговор продолжается, потому что пока мы помним, мы живем.